Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля сайидина Расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валя. Многие люди делят жизнь на мечты и реальность. Таким образом, многие прячутся от реального мира в мире мечтаний, так как они наслаждаются своими мечтами. Однако проблема в том, что когда эти люди просыпаются от этого сна, они страдают от депрессии, и это отрицательно сказывается на них. Мы были как-то на лекции, посвященной женщинам в одном из институтов. И я только что вспомнил две истории, связанные с этой темой, которые я им рассказывал. Я сказал тогда: «О, сестры, у молодых парней и девушек эмоции неуправляемы. Они способствуют возникновению некоторых мечтаний и влекут за собой проблемы в реальной жизни. К примеру, когда одна из девушек живет мечтой в ожидании своей второй половинки, она ждет своего спутника жизни, симпатичного, зеленоглазого красавца, который скоро прискочит на белом коне в ее дворец под балкон. Потом она бросится сверху ему на руки, и он увезет ее с собой на лошади в рай. И так она будет жить долго и счастливо, как говорят, стабильно и процветающе, и так далее, и тому подобное. Но когда она проснется, то поймет, что этого человека реально не существует. И в результате она будет в своей жизни подавленной. Когда один мой знакомый женился, его жена в первые дни не была доброжелательна с ним. А через 3 дня она сказала ему: «Ты не тот человек, о котором я всегда мечтала. Ты не тот человек, о котором я мечтала всю свою жизнь». Если каждая девушка будет мечтать о том, что ей нравится, и будет говорить мужчине: «Ты не тот человек, о котором я всегда мечтала», ему будет неприятно, и это будет досаждать ему всю его жизнь. Это приведет к большой проблеме, а также она будет мучиться. Также еще один парень пришел к матери и сказал: «О, мама, я хочу жениться». Она ответила: «Это большое событие, какой счастливый день, день твоей свадьбы, мы будем искать тебе невесту». Он сказал: «Но у меня есть свои условия. Моя жена должна быть светлокожей, высокой блондинкой с длинными волосами до бедер, с хорошими нравственными качествами, чтобы не была упрямой» и так далее. Он перечислял все прекрасные качества, которыми женщина может обладать. После этого мудрая мама ответила ему: «О, сынок, есть много таких женщин, но если ты хочешь такую жену, ты должен быть праведным, должен выстаивать ночи в молитвах, поститься и следовать сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И Аллах даст тебе много таких женщин, потому что их, гурий, в раю очень много. Таким образом, иншаллах, ты сможешь найти их в раю». Но в этом мире все эти качества не могут объединиться в женщине, за исключением немногих. Человек должен признать реальность и радоваться положительным моментам, проявляя терпение в негативных качествах, будь они в мужчине или женщине. Он или она должны допускать такое. Девушка должна допускать вероятность того, что она выйдет замуж за человека, который может иметь некоторые отрицательные и некоторые положительные стороны. О, молодые, вы должны знать, что женщина, на которой вы собираетесь жениться, будет иметь и плохие, и хорошие качества. Таким образом, человеку нужно изначально учитывать этот момент при вступлении в реальность, к которой он готовился, а не к поддельной жизни, за грани воображения и мечтаний. Ведь когда он столкнется с реальностью, это приведет к проблемам в этом мире и к развалу семьи. Мы просим Аллаха, чтобы Он дал нам поминание и знания и хорошее восприятие наших мирских дел.